10 февраля полиция Ямайки арестовала известного дансхолл-артиста Киприча. Его обвинили в исполнении записи песни, которая, по словам представителей правоохранительных органов, пропагандирует преступную деятельность. Несколькими днями ранее исполнитель попал в список лиц, представляющих интерес для полиции Сент-Кэтрин. Также там оказался и артист по имени Скипа. Последний до сих пор никак не прокомментировал эту ситуацию, а вот Киприч, по всей видимости, решил выяснить, в чем дело, и лично пришел в полицейский участок. Там-то ему и предъявили обвинения. Власти заявили, что в своем треке он отдал дань уважения Атнейлу Лоббану, также известному как Тикман, главарю одной из известных ямайских банд, который в конце января был застрелен полицией во время погони. Лоббан был лидером банды Ван Оде, базирующейся в Спаништауне. Эта группировка действовала более 20 лет, контролируя различные районы в Сент-Кэтрин, Кингстоне и других приходах. Он входил в топ-5 самых разыскиваемых преступников на острове и обвинялся в координации насилия и наркоторговли сразу в нескольких сообществах. В 2016 году Тикмана арестовали за участие в преступной организации, но дело тогда развалилось. В 2021 году он был освобожден из-за отсутствия свидетелей. 23 января этого года сотрудники правоохранительных органов преследовали автомобиль, в котором находился Лоббан, в районе Six Miles, Сент-Эндрю. Закончилось это столкновением трех машин на эстакаде. После аварии раненого бандита доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Хотя инцидент произошел в Сент-Эндрю, основная зона влияния Тикмана и его банды находилась в Спаништауне. И вполне ожидаемо там после его гибели вспыхнули беспорядки. Сторонники Дона заблокировали дороги и подожгли некоторые здания в знак протеста. В ответ власти ввели комендантский час, а также усилили присутствие сил безопасности в районе. Согласно информации местных СМИ, сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно подавить вспыхнувшую в сообществе волну насилия. Но ситуация до сих пор остается достаточно напряженной. Видимо, поэтому полиция сейчас с особой внимательностью следит за тем, что поют популярные артисты. Упоминание погибшего криминального авторитета в треке при таких обстоятельствах легко приравнивается к разжиганию массовых беспорядков. Но Киприч, естественно, утверждает, что его треки не были направлены на подстрекательство к бунту против властей и опровергает все обвинения в свой адрес. Он должен предстать перед судом в конце этого месяца, а пока артист продолжает работать и недавно поделился с фанатами новым видео из звукозаписывающей студии. Но полиция тоже продолжает работать и в пятницу 14 февраля задерживает еще одного дансхолл-артиста – Джамала, как сообщают местные СМИ, для допроса в связи с деятельностью банды. Исполнитель был взят под стражу сразу же после своего выступления в популярном клубе Мека на Констант Спринг Роуд в Сент-Эндрю. В этот вечер там проходила вечеринка, посвященная дню рождения еще одного известного дансхолл-артиста – Кенга. Был ли задержан еще кто-то из выступавших или просто присутствовавших на празднике диджеев, пока неизвестно. Так же, как и то, связан ли арест Джамала, подобно истории Киприча, с недавно погибшим криминальным авторитетом. Мы продолжаем следить за развитием событий. Jamaica, Jamaica!